Утром ВКонтакте спросили вас, какую улицу раньше считали третьей и называли Куренной. Ксения Степанова уже готова дать ответ, а еще расскажет про уникальный найденный там клад. Прямо сейчас в эфире рубрика «Тайны Ижевска». Привет, это «Тайны Ижевска». Сегодня мы на улице Красной. Раньше она называлась Куренная, потому что на ней жгли, по-старому курили, уголь. Чуть позже сюда стали заезжать чиновники, священнослужители и купцы. И вот легенда. Жил на Куренной купец один. Дошла молва до него, что ко всем имущим власть придет и богатства нажитые заберет. А у него много злата и серебра было. Сложил он в ящик все драгоценности, почти 2 пуда вышло, и упрятал под полом дома своего. Сейчас на улице не больше десятка старых домов. Многие снесли или перестроили в советское время. Мотозавод свою лепту внес, когда он расширялся. Очень много домов было снесено. Сбербанк, кассы, железнодорожные кассы, то же самое. Дом, который стоял на углу, который, кстати говоря, известен и на фотографиях дореволюционных. В общем-то, тоже этого всего уже, к сожалению, нет. Один из сохранившихся – дом купца Харина, известный ижевчанам как дом учителя. В архивах информации о том, что хозяин спрятал здесь клад, нет. А в интернете и газетах владелец тайника на этой улице вовсе не Харин, а другой купец по фамилии Афанасьев. В 1988-м строители, которые ремонтировали деревянную постройку на Красной 139, наткнулись на ящик. Внутри была ткань, ноты и газета. Клад завернули вот в такую обычную газету. Потом позже в изданиях уже 21 века написали. При ремонте нашли захоронку, припрятанную, судя по обнаруженной там же газете, в 1918 году. Получается, ящик пролежал под полом 70 лет, а вместе с ним неподалеку вот эта железная тушильня. Когда один из строителей взял ее за крышку, оттуда посыпались драгоценности. Все в воодушевлении прибежали туда. И действительно, клад достаточно неплохой. Предметы быта, да, это прежде всего серебряные и золотые. Вот это очень много украшений, это очень много золотых монет. А еще карманные часы, портсигары, броши. Всего около 200 предметов. На некоторых из них выгравированы дарственные надписи. От любящей сестры, в день ангела. Припрятал все это купец Афанасьев действительно неспроста. 31 января 2018 года начались экспроприации у имущего класса в Ижевском заводе, то, в принципе, стало понятно, что просто люди, зная это, просто спрятали действительно драгоценные предметы. Действительно, предметы говорят о том, что семья ими дорожила и не хотела с ними совершенно не планировала расставаться. Этот клад – историческая ценность не только для Удмуртии, но и для всей России. Потому он под замком в хранилище Национального музея нашей республики. Итак, что мы собрали на дело «Тайник на Куренной». На Куренной, она же Красная, действительно жил купец Афанасьев. Свои драгоценности он припрятал, чтобы их не отобрали власти. Клад нашли в деревянном ящике и железной тушильне. Дом купца до наших дней не сохранился. Вот примерно место, где стоял дом купца Афанасьева. Верить или не верить в это, решать вам. Но если и вы знаете городские легенды или байки, пишите мне ВКонтакте и раскроем тайны Ижевска вместе.